Кыргызские депутаты предлагают разрешить добровольную мобилизацию и выдачу оружия жителям приграничья. МИД Чехии призвала своих граждан покинуть Россию. Илон Маск выступил со своим видением, чем закончится война в Украине. Духовный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране. Члены Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента Кыргызстана на заседании 3 октября рассмотрели законопроект, позволяющий в особых случаях выдавать жителям приграничных районов Баткенской и Ужских областей оружие. Об этом передает centralasian.org. Депутат Марлен Маматалиев сообщил, что было решено объединить в единый документ инициативы отдельных депутатов, поднятых после вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана. По его словам, поправки предлагаются внести в 4 закона: о мобилизационной подготовке и мобилизации в Кыргызской республике, о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской республики, о военной и альтернативных службах, об оружии и о пограничных уполномоченных. После событий в Баткенской области мы поговорили с местными жителями. Они просят дать им возможность быть мобилизованными в добровольном порядке. Просят убрать возрастные ограничения. Там есть граждане, кто занимается охотой, у кого есть военная подготовка. Также мы предлагаем внести изменения в закон об оружии, что в отдельных случаях без наличия стажа жителям этих районов могли выдавать оружие. Но это не значит, что сразу всем дадут оружие. Порядок и процедуры должны прописать МВД. Просто так всем раздавать оружие не будет, сказал Маматалиев. После обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении. Ранее стало известно, что после приграничного конфликта депутат Жогорку Кенеша Улан Бакасов инициировал законопроект, предусматривающий выдачу оружия жителям приграничных территорий. Документ был вынесен на общественное обсуждение. Министерство иностранных дел Чехии призвало в понедельник граждан республики, находящихся в России, покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации в сфере безопасности в связи с событиями в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает ТАСС. МИД Чехии призывает сограждан покинуть страну, отмечается в документе, в связи с продолжающимся военным вторжением Российской Федерации в Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации в сфере безопасности, прежде всего для граждан стран Евросоюза и НАТО. МИД Чехии решительно предупреждает жителей республики воздержаться от поездок на территорию Российской Федерации. МИД также указал, что из-за обострившихся отношений между Россией и государствами ЕС и НАТО могут произойти ограничения в работе посольства Чехии в Москве. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск выступил со своим видением урегулирования ситуации вокруг Украины. В Твиттере он обозначил 4 условия, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией. По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые прозрачные референдумы под контролем ООН, и если жители проголосуют за то, чтобы их земли остались в составе Украины, Россия обязана отступить. Крым, считает Маск, должен остаться российским. Крым также должен получить гарантии водоснабжения. Наконец, Украина должна сохранить нейтральный статус. Маск считает, что исход, скорее всего, приведет к таким же решениям. Разница лишь в том, какую цену воюющим сторонам придется за них заплатить. Альтернативным исходом, по его мнению, может быть ядерная война. Маск открыл под своим постом голосование, призвав своих подписчиков поддержать или отвергнуть его предложение. На 21 час московского времени у него проголосовали около 700 тысяч человек, из них 59,6% были против, 44% за. Вскоре после публикации твита Маск пожаловался на атаку ботов. Твит Илона Маска вызвал бурное обсуждение в соцсетях, в том числе у украинских официальных лиц. В частности, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул в ответ свои 3 тезиса. Украина освобождает свои территории, включая Крым, а Россия должна быть демилитаризована и лишена ядерного оружия, а военные преступники отправятся на скамью подсудимых. Президент же Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале запустил альтернативное голосование, предложив подписчикам выбрать, какой Илон Маск им больше нравится – такой, который поддерживает Украину, или такой, который за Россию.
Духовный лидер Ирана Али Хаминеи утверждает, что беспорядки в стране были спланированы властями США и Израиля. Он считает, что эти страны видят главную проблему в сильном и независимом Иране и его прогрессе, передает ТАСНИ. Хаминеи поднял эту тему на церемонии выпуска студентов военных вузов 3 октября. Он убежден, что беспорядки были спланированы, а гибель 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов, была лишь предлогом. «Я четко заявляю, что эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им», считает духовный лидер Ирана. Говоря о мотивах предполагаемых организаторов протестов, он заявил, что они чувствуют, что Иран движется к всемогущей власти и не могут этого вытерпеть. Хаминеи считает, что в протестах участвует очень мало людей, и многие из них он считает лицемерами, сепаратистами, монархистами, которые должны быть осуждены. Протесты в Иране проходят уже более 10 дней. По данным СМИ, в результате погибли от 41 до 57 человек, ранено около 100. Махси Амини, чья гибель вызвала взрыв недовольства, была задержана якобы за неправильно одетый хиджаб. Иранские власти безопасности утверждают, что девушка внезапно потеряла сознание от сердечного приступа в центре задержания. Ее родные считают, что она умерла после избиения. Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил провести официальное расследование. По стражу взяты свыше 1200 человек.